Добрый вечер, здравствуйте, товарищи гвардейцы. С татарскими товарищами служил, притом на важных местах. Во главе с генералом армии у нас имеется, значит, очень сильнейшие личности. У меня друг недавно ушел из жизни, Сафиуллин Карим Сибигатович, притом отчество я ему дал, потому что мы с солдатами вместе служили, проходили комиссию. Он по глазам не проходил, я говорю, давай твою карточку сниму, положу свою карточку сюда, зайду я в другой кабинет, а там цифры разными цветами, я говорю, слушай, Карим, у тебя отчество нет? Он говорит, а мы татаре отчество не пишем. Я говорю, как отца имя? Сибигатовым будешь. Написал и прошел с ними. Вот я, сейчас он в моей копии. Гореев, генерал армии Гореев, мы с ним очень хорошо дружили, служили. А в Афганистане разведцентр был, подчинялся мне, я был начальником штаба 40-й армии, первый зам командующего, 3 года, вместо 2, так положено, Цаликов. И этот человек возглавлял полностью татары по национальности. Но самое главное, что я сделал в пользу татар, похвалюсь, это в Казани стояла дивизия, прямо в центре, где сейчас Кремль, там дивизия стояла. А так как меня перевели из Афганистана, я 2 слова скажу, сюда, в Москву, замначальника главного штаба сухопутных войск, я отвечал за 216 дивизий, и мы поехали проверять боеготовность и боеспособность этой дивизии. Она была сокращена и скадрована. И как же так? Здесь должны быть мечети, здесь должен быть татарский народ, должен здесь центры быть. И я предложил министру обороны расформировать эту дивизию. И сейчас в Казани, в этом месте, у вас прекрасное место, поэтому предлагаю его похлопать. Да. Моя фамилия Тер Григорянц. На радио, я родился в Осетии, знаю осетинский язык, потому что где живешь, там надо уважать народ, язык. Здесь у нас находится община осетинская, Челдева Зоя Петровна, мы с ним дружим, они осетинская община, мы с этими людьми очень дружим, проводим мероприятия совместные, общественные и так далее. Значит, был призван вооруженные силы. Я сейчас подойду к моменту, служил 3 года солдатом в Прибалтике, в Риге, вот знаю Ригу. Значит, был, так как до САП посылали перед армией шофером, я шофером служил. Был командиром, ефрейтором, младший сержант, старший сержант, командир автомобильного отделения. И участвовал, я древний человек, полысел, правда, но древний, участвовал в венгерских событиях. Я даже награжден вот здесь вот, золотой и серебряной степени Венгрии. Это был мятеж, как киевское направление, как Майдан. Точно такое мероприятие было в Венгрии. И наши вооруженные силы вошли туда, а мы, я был командиром автомобильного отделения, боеприпасы подвозили. Так служили мы солдатами 3 года. Затем закончил Ульяновское танковое училище, тяжело-танковое. Там было среднее танковое, тяжелое танковое. Иосиф Сталин назывался, и КВ. Климент Ворошилов. Значит, после этого был, так как на отлично закончил, в Новочеркасске служил, командир отдельного разведвзвода полка, командир танковой роты 4 года, начальник штаба танкового батальона, а потом китайцы хотели отнять землю у Советского Союза. И нас, всю дивизию нашу, 8-ю гвардейскую танковую, я вам историю расскажу, молодежь, чтобы вы знали, что творилось у нас. Хотя китайцы с нами дружны были, но пришлось вот это 42 эшелона, гвардейская 5-я танковая дивизия, в Монголию, значит, Кяхта. И я там 8 лет прослужил, был командир, начальник штаба батальона, командир танкового батальона, это 30 танков уже, я структуру даже говорю, взвод 3 танка, рота 10 танков, а вот 3 роты это танковый батальон. И более 400 человек народу. И пришлось воевать с китайцами. Вот у меня красная звезда, это боевой красный, это боевой, вот у моего товарища, вот видите 2, это афганец мой родной, мы вместе служили в Афганистане. А вот это боевой орден, потому что мы воевали уже с китайцами, но это в Монголии, юго-восточной Монголии, Сайшан. Китайцы выходили миллионами на этих границах, держали, значит, у них такие плакаты были, называлось «Дадзебау». Это цитатники Мао Цзэдуна, и это были комсомольцы, их называли хунвейбины. Вот такое вот название было.
немножко некрасиво звучит, но это хунвейбины были. И они требовали землю, русские, настоящие советские земли. И туда вошли масса дивизий, полков. А поэтому нам пришлось немножко повоевать. Это и Даманский отдельно было, а про это никто не писал. Затем меня послали сюда, как командир батальона, высшие офицерские курсы «Выстрел» годичные. И после этого в Академии бронетанковых войск здесь, в Москве, закончил на отлично. И отправили меня, я майором был, но досрочно присвоили подполковника, как отличника. И послали в Венгрию, южной группы войск. Там я служил, там положено 5 лет, был подполковник, я командир танкового полка, это сотни танков, несколько тысяч, начальник штаба дивизии через 2 года, через 8 месяцев командиром дивизии. И в 39 лет мне было присвоено звание генерал-майор, это полковничья должность была. Начальник генерального штаба маршал Агарков, полностью проверяя, и маршал Куликов, эти люди приняли мою дивизию в состав Варшавского договора. В этом есть приказ министра обороны, где наиболее боеспособная дивизия принята, вот так, есть приказ министра обороны. Оттуда меня маршал Агарков, значит, в Академии Генштаба, я на отлично закончил, отправили меня в Туркестанский округ, 80-й год, и я был первый замначальник штаба Туркова, а через 2 недели в Афганистан. Так вот, я подхожу к этому вопросу, я специально это рассказал, я не бизнесмен, не националист, не какой-нибудь религиозный деятель, я обычный советский человек, генерал-лейтенант. И вот я в Афганистане возглавлял МОЗК, как штаб, начальник штаба, первый замкомандующего в Афганистане. Вот Афганистан, карта висит, я специально принес эту карту. И мы, как в Советском Союзе, когда была Великая Отечественная война или Вторая мировая война, для нас Великая Отечественная война, в этой войне наш советский народ победил. В этом советском народе все народы Советского Союза участвовали в этой войне, начиная с буквы А, Армения, Азербайджан, грузины, значит, татары, я не знаю, ингуши, чеченцы, кабардинцы. Все. Белорусы были? Белорусы самые первые, потому что они, Белорусы, это самые первые. Брестская крепость, я был там в Брестской крепости, там музей, очень хороший музей там. Мой родственник дальний, между прочим, комсомольская организация возглавлял, старший лейтенант, и там первые самые, когда немцы начали войну. Вообще славянский народ, вообще то время западный мир создал фашизм, поставил во главе Гитлера, и этот Гитлер полностью полуеврей, я не знаю кем, австрияк и так далее, вот они начали войну против Советского Союза. Но он провел хитрую вещь. Вот это сравнивайте с сегодняшним числом, молодежь. Он сначала провел скрытое мобилизационное развертывание, потом потренировал этот моб-резерв. Не просто как сейчас у нас вот на полигонах по одному человеку стреляют. Нет, он захватил Францию и все европейские страны, потренировал их в войне там и приблизился к Советскому Союзу. И когда Сталину доложили, что Германия уже, вот столько-то миллионов Германии уже подошло сюда, а у нас 4 миллиона было из советского, ему говорят, надо развернуть мобилизационное развертывание. У нас документы есть, я в Академии Генштаба это изучал. А он говорит, да нет, я сейчас разверну, Гитлер подумает, что мы нападем на него, потому что моб-развертывание так связано. Ибо у нас были сокращенные соединения и части, которые надо было привести по штатам военного времени. И побоялись развернуть. Тогда внезапное нападение фашистской Германии и все складские сооружения, находящиеся в приграничных округах, было уничтожено. А там хранились... На каждого человека положено 3 грамма соли там, или лавровый лист, столько-то муки, столько-то обмундирования, столько-то патронов, все было уничтожено. И попали славянские, русские, белорусы, украинцы, многие, мобилизационный резерв, попали в плен и были многие уничтожены бомбардировками. Тогда приняли решение развернуть мобилизационное развертывание при Волжском, Уральских, в этих округах. Эшелонами начали двигаться вперед, но они уже были не предназначены, эти части уже попали в плен, разрушены были, и получился хаос, безобразие. И
до этого еще сделано так, что многих командиров сняли с должностей, судили и отправляли. Ну и немцы оказались через 6 месяцев, значит, под Москвой. Это очень сложное явление. Вот сейчас, например, на Украине, значит, ну тогда весь советский народ воевал, весь советский народ отдавал свою честь и достоинство в интересах освобождения нашей страны, но война была целью уничтожить русский народ. Постоянно все войны, которые проходили против России, Советского Союза, и сейчас против Федерации, задача уничтожить русский народ. Из славянского народа разрушить славянский слой и уничтожить русский народ. Это единственный государствообразующий, очень порядочный, очень культурный, очень цивильный и очень мужественный народ. Это русский народ, который создавал все наши республики, среднеазиатские республики. У нас вот наши республики, которые внутри, Закавказская республика, Грузия, Армения, Азербайджан, Туркестанский военный округ, все, Прибалтику, это все создавали русский народ. И когда, если вы заметили, когда Советский Союз погиб, все русские, которые там оставались, появились националисты, которые стали во главе и хотели независимость, начали выгонять этот народ. И получилась картина такая, что на Украине, даже на Украине произошли несчастья, которые сейчас продолжаются. Потому что во время революционных ситуаций 17-х годов еще Ленин, большевики сделали ошибки тогда. Они взяли, отобрали у русского народа, у России, значит, Новороссию, ЛНР, ДНР, и отдали этому, значит, Украине, потому что Украина только начиналась. Часть Украины это земли польские, часть венгерские, часть румынские, здесь русские, Крым Хрущев в 1954 году дал, и так была организована Украина. И вот на этой Украине, особенно западная часть Украины, к сожалению, украинский народ попал под давлением западного мира, который видит, ага, если еще Кайзер говорил немецкий, чтобы русских победить, надо Украину оторвать от русского мира. И вот они оторвали, и 30 лет вели очень отвратительную такую агитационную работу, что вот твой враг русский и так далее. И западная Украина, которая, к сожалению, там вот эти в основном смешанные Венгрии, румыны там и так далее, частично бандеровцы и так далее, у них так пошла идеология, что они начали ненавидеть русский народ и начали действовать против религии, русской, значит, христианской религии. Каждый народ имел свою религию. Вы мусульманскую религию, другие страны, там вот, например, Россия, Армения, а христианская религия. Каждый народ это культура, это идеология своя. И они начали разрушать эту религию. Это народ, против народа пошли. Ну, пошли, и до того дошли, что, ну, я одну вещь скажу, извините, женщины и девочки, очень много западноукраинских женщин насиловали немецкие солдаты и офицеры, и от них родились много детей, потому что они служили вместе, полицаи, а мужья эти все оказались в Канаде. И они очень часто из Канады, это я вам докладываю правду, из Канады приезжали, встречались с своими детьми, воспитывали их дух и ненависть. Они же фашисты. Они фашистское мировоззрение, логику внедряли. И воспитывали вот эту западную Украину дух и ненависти к Советскому Союзу. Ну а Советского Союза нету, Украина это составная часть была. И таким образом они привели к тому, что продались, а это американцы, теперь уже сегодня создали фашизм. Теперь Гитлера нет, а во главе поставили Зеленского, своего рода трамплином для нападения на Советский Союз. Это очень опасное явление. И благодаря нашему президенту Путину, который, в армии есть такое выражение, упредит противника в развертывании, упредит в начале войны. Все время на Россию нападали первые. А когда первые нападают во время войны, то они по законам войны они имеют преимущество. Так вот, если бы чуть-чуть опоздал бы наш президент, как верховный главнокомандующий, то была бы война
Притом 30 и более государств полностью направили всю свою мощь богатейшую против, используя вот этого Зеленского, и пехотой сделали украинский народ, особенно западноукраинский народ, сыновей тех мужчин и женщин, которые родственники находились в ЛНР, ДНР, и эти сыновья уничтожали своих родственников 8 лет вот в ЛНР, ДНР. Представляете, что там творится? Там народ, сыновья убивают своих и не знают, что там родственник находится. Это несчастье для славянского народа и особенно русского народа. Поэтому, знаете что, товарищи, у нас дружба как была в Советском Союзе, она должна оставаться. И надо быть очень внимательным в религиозном отношении, в идеологическом отношении, патриотизме, к уважению, к чести, достоинству. Потому что, знаете, руководители приходят и уходят, а народы остаются. И дружба, братство, организованность всегда должна оставаться. Независимо какой ты нации, какой ты религии, независимо. Потому что мы все, вот наши родители, вот вы здесь сидите, молодежь, родились в Советском Союзе. У нас была величайшая дружба, величайшее управление. Все было нормально. Но вот так постарались разрушить эту дружбу. Одно из таких после Отечественной войны нашей проявления негативное для советского народа стало вот этот Афганистан. Так как сегодня и постоянно западный мир старался на Советский Союз нападать с разных географических сторон, из театров боевых действий. Гитлер вот оттуда начал, французы там начинали с этой стороны. Потом они перевернулись после развала Советского Союза, они начали думать, каким образом задавить и Россию, и разрушить Россию. Но Россия, благодаря, опять-таки, нашему президенту, стала уже не ельцинская, а уже стала великой державой. И они начали Запад готовить полностью западного направления. И все республики, которые оказались вокруг, которые выброшены были из Советского Союза, надо было их превратить в натовское государство, настроить их в НАТО, войти туда натовцы и задушить Россию со всех сторон. Так и произошло. Грузия попала в НАТО, значит, Турция там вместе с Азербайджаном, ну они на юге, они дружат как бы с Российской Федерацией, держатся. Армения в составе ОДКБ и вместе, значит, кавказское направление держится, но грузины уже в НАТО. Украина, вот что делается, она в НАТО лезет, и Путин поставил 3 задачи по Украине. Это демилитаризация, то есть разрушит их вооруженные силы, денационализация, то есть разрушит их националистические взгляды, и третье, не допустит вхождения его в НАТО, потому что это площадка, а западный мир держит вот эту Украину в основном за черноземье, за экономику и за черную землю. Еще Гитлер эшелонами вывозил чернозем украинский к себе на родину, к себе. Вот. А сейчас они почти что вот захватывают. Этот западный мир вообще нуждается в этом земле, украинской земле. И вот, исходя из этой обстановки, до этого, потом они напали на среднеазиатское направление. Начали, как сейчас вот у нас имеется, значит, в Сирии ИГИЛ, исламское государство. Мусульманский мир обманули, якобы на мусульман кто-то напал. А кто в Сирии напал на мусульман? Никто. Там же находятся алевиты, это составная часть иранской шиитской группировки. И там начали, чтобы нефть оттуда выкачивать, воровать. Американцы вошли туда, другие вошли туда. А там была одна база России, военно-морского флота. И начали выгонять Россию оттуда. Значит, Россия теряла бы и еще базу для того, чтобы наши моряки, военно-морской флот не мог зайти туда, воду набрать, там кушать, взять туда-сюда. Они начали захватывать и это. И началось вот это, как называемое исламское государство, начало оскорблять. Туда пошли, значит, мусульмане, которые не понимали, что ты делаешь, куда ты идешь, якобы помогать. А получилось, что начали воевать против России. Тогда президент принял решение на дальних подступах бить независимо кого. Потом уже сознание дошло, начали возвращаться назад.
Вот такое явление, потому что американцы видят, как только где-то какие-то нации друг друга не так подходят националистически, они влезают туда, превращают эту нацию своими солдатами и идет вперед. Нам надо быть очень внимательны, как была дружба между нашими родителями и нашей страной, она должна оставаться. И последнее. Так как эти направления у нас так, началось, думаю, давайте со стороны среднеазиатских республик задавим Россию со спины. И вот Афганистан, вот этот Афганистан и явился крупнейшей войной после Великой Отечественной войны. Вот я повесил карту эту. Почему? Потому что я вместо 2 лет 3 года там был. Основная задача была, Афганистан, во-первых, находится в центре Средней Азии, в центре. Афганистан это такой край, куда лезли все, начиная, кого только не было, македонский, Тамерлан, кто только не, всегда лезли в Афганистан, особенно англичане, и всегда терпели поражение, всегда, потому что это мужественный мусульманский народ, очень мужественный, очень патриотичный, но очень нищий со всех сторон народ. Это горный народ. Это горы Гиндукуш, это пустыня Регистан. Вот, горы Гиндукуш, это пустыня Регистан, пустыня Дешти-Марго, вот эти пустыни. Она граничит полностью с Ираном, запада, вот он Иран, вот кто видит оттуда. На юго-восток, вот здесь вот Пакистан, здесь вот восток, сюда Пакистан, а здесь Среднеазиатская республика. Вот это Кушка, вот Туркмения, здесь Узбекистан, здесь Таджикистан, здесь Киргизия, а вот здесь в глубине уже Казахстан. Это среднеазиатское направление, и задача была разрушить уже Россию через, Советский Союз, через Среднеазиатские республики, имея в виду, что уже они отошли, якобы националисты там и так далее помогут, но номер не прошел. Именно среднеазиатский, именно мусульманский батальон, составленный из нашими вооруженными силами, и вот мы уже знаем это дело. Именно они пошли первые, разрушили вот это правительство Амина, которое старалось привести туда американцев, и уже американцы оттуда напали бы полностью на Среднюю Азию со спины на Россию и западным миром. И здесь состоялось тогда весь Туркестанский военный округ, вот здесь вот полностью, развернули мобилизационное развертывание произошло, и 160-тысячная армия, во-первых, первая 103-я десантная дивизия полностью, десантировалась на Кабульский аэродром, на Кандагарский аэродром. Это на юге, вот здесь Кандагар, здесь вот Кабул, центр страны полностью. И мусульманский батальон разрушил полностью, захватил штаб Амина, потом это дворец Амина, потом он был нашим штабом. И мы вошли полностью в Афганистан, помогать афганскому народу, ибо там прошла апрельская революция. Хотели афганский народ по-человечески жить вместе с русским советским народом, среднеазиатским народом. Там очень много узбеков, таджиков, туркменов, очень много. Еще со времен, до давнейших времен. И они очень сильно дружили. И там разные, но пуштуны, конечно, во главе. Недавно я выступал здесь на Маховой улице. Имеется институт стали, институт Азии и Африки, университет Азии и Африки от МГУ. И садовничий меня пригласил. Там 7 человек там изучают языки пуштун и отправляли в Афганистан. И при нас эти 7 человек погибли. И я знал несколько человек. Они меня пригласили, там их портреты там, и так далее. Мы перед студентами выступали. И я когда выступал, я сказал, что эти люди должны были во время боевых действий там находиться, во время на командных пунктах там. Они не должны были погибнуть. Надо слушаться, надо внимательно изучать. Надо знать характер действия противника и своего. А поэтому надо себя готовить всегда к защите Отечества и нахождению, даже если ты корреспондент. Поэтому они попросили даже, чтобы перед ним и выступить часа 2, и после садовничего я там этим делом занимался. Так вот, я скажу, что в Афганистане разместились войска на западном направлении 5-я гвардейская мотосковая дивизия, потом был его мой подчиненный бывший, это Громов, сейчас он здесь находится, потом губернатором был,
На севере, вот здесь, в Кундузе полностью, и здесь сначала он был начальником штаба, Громов здесь, вот в этих вот местах, потом там стал другой Миронов, командир дивизии. Вот здесь на востоке страны, провинции Нангархар, вот здесь вот Джалалабаде полностью, Аздоев, осетин по национальности. Наверху, в Файзабаде, Бадахшанской провинции, Арутюнян, полковник, армянин по национальности. Вот здесь вот на юге, значит, Мещеряков. Ну, у нас разные нации, я их к чему веду, что как во время Великой Отечественной войны советский народ воевал, и здесь тоже воевал советский народ, российский народ, все нации наши вот здесь вот участвовали. И вот задача наша была полностью обеспечить развитие этой страны, и туда у нас шли очень много на машинах, там нет железной дороги, на машинах шли высоковольтные линии, различные мероприятия проводили, но так как дороги полностью только идет от Кушки до Кандагара, с запада, отсюда из Термеза через Кабул, перевальный участок сюда, вот на юг и на восток единые, то там был такой Ахмад Шах Масуд, который захватил всю эту систему, и очень много погибло наших ребят, особенно водители, особенно бензовозы, взрывали страшенным образом, хотя у нас в горах мы ставили, значит, целые полки в горных условиях охраны и оборона, мы сопровождали эти танками, БМП, БТРами. Вот сейчас, когда смотрим мы Украину, колонны идут, они, ну, я здесь критикой не занимаюсь, они не используют наш опыт, который мы делали в Афганистане. Идет ВАИ, сопровождает колонну. ВАИ – это воинская автоинспекция, который должен руководить на перекрестках. А у нас нет. Здесь сопровождение идут танки. У командира батальона находится авианаводчик, артиллерийский корректировщик. И его поддерживают вертолеты, а также артиллерия закрытых огневых позиций. Я вот сейчас приводил пример. Чтобы, например, пройти там вот где-то 150 километров между горой и захватить и освободить населенный пункт, где душманы захватили, вот это вот горы, вот эти горы и вот такие вот ходить. У нас такое возможность было. Захват, вот смотрите, тактика действия, захват господствующих высот мотострелковыми и десантными подразделениями, это тактический десант на вертолетах, самолетным способом, или посадкой, или 2 метра высотой, человек, 100 килограмм на него, у него противогаз, автомат, пулемет, АГС-17, патроны, сухой паек, он прыгает. Вот это, захват господствующего моторского десантного подразделения, обеспечение продвижения по долине, значит, бронированных групп, танки, БМП, БТР этих, при поддержке огня этих средств, огня артиллерии закрытых огневых позиций и вертолетов огневой поддержки. Это требуется огромная организация взаимодействия, координации и управления. В противном случае, как Сахаров однажды выступал в Госдуме, говорит, что вертолеты стреляют в грудь нашим офицерам и солдатам. И такое тоже было. Потому что если дисциплина не выполняется, если кто-то там думает, это просто так, в войне, во время, вообще в вооруженных силах, неисполнение дисциплины, не в исполнении, он будет или погибнет, или будет ранен, или его посадят в тюрьму. Это армия, с ними шутить нельзя. Поэтому, молодежь, я вас настраиваю на то, чтобы это отечество наше, вы должны защищать свою мать, своих детей, своих родных и близких, свою республику и в масштабе страну нашу. Так вот здесь вот мы выполняли боевые задачи по отражению вот этой агрессии, а против нас мы находились так, не как в Отечественной войне, мы находились внутри врага, а враг внутри нас. Вот не скажет человек. Притом мы проводили операции такие, которые назначались крупные операции. Вот здесь вот я принес специальную книгу, хочу подарить. Есть такая книга «Трагедия и доблесть Афгана». Пригодится, вы когда-нибудь вы воинами своими изучите некоторый характер действий защиты нашего Отечества. Там написано. Вручаю Ну и хочу пару таких этих моментов сделать. Вот здесь наверху имеется Мазари-Шариф, вот здесь на севере. Это крупнейшая мечеть, мусульманская мечеть. И мы его, я отвечал головой, начальник штаба это мозг, это охрана, оборона, управление, планирование, и сам же руководит во многих. Вот это Мазари-Шариф мы охраняли полностью, но в это время юго-западный Мазари-Шариф
Дарза было подпольное правительство, и там масса душманов, которые хотели захватить, взорвать это все. А против нас воевали Саудовская Аравия, Катар, Китайская Народная Республика очень сильно воевала, Иран тоже воевал очень сильно против нас, американцы вообще все оружие и так далее, там все были подкуплены и так далее. Ну вот мы провели, я был назначен маршалом Соколовым на этой операции, около 85 вертолетов, десантами, мы полностью пошли на уничтожение этой группировки. Вы знаете, когда мы провели, а мы десант сверху на горы, а для этого мы провели рекогносцировку, потом, значит, вертолеты полностью подготовили, везде научили садиться, высаживаться и так далее. И согласно метеоусловий мы пошли на высадку, а по земле пошел Керимов, это из Казахстана, Касымов, прошу прощения, вот недавно нам прислали его, о нем фильм. И вот мы вместе этим вопросом занимались, и когда поднялись в воздух, оказалось с иранского направления облако. И мы, вертолеты, 80 вертолетов, 2 батальона, не знали, куда сесть, потому что аэрофотосъемки у нас, этот вертолет должен в эту гору, тот вертолет вот так. И вот так вот смещалось, и мы сели все-таки здесь вот. И вот вертолетов, и вот это правительство, вот такой бой, страшенный бой был в этом месте. И мы спасли и Мазари-Шариф, и уничтожили. И таким образом, из-за метеоусловия, мы нечаянно вот в этом месте на юге, значит, пустыни Дашти-Марго, Регистан, вот здесь есть Рабати-Джами, вот угол Ирана, Пакистана, Азербайджана и Афганистана. Вот здесь тоже огромная база хранения для вот этих вот вооруженных сил, этих душманов. И то же самое мы провели операцию, вплоть до того, что посели на иранскую территорию, вот здесь, вот здесь. Против нас пошел из Захидана, вот юго-западнее, танковая бригада, а у нас сели на этой территории. Потом командующий звонит мне, значит, истребительной авиации подняты, в Тегеране идет на нас, чтобы задавить нас полностью, а мой Халиков, значит, вот, возглавлял центр, разведцентр, докладывает мне о том, что в этом направлении уже танковый патруль приближается, а наши вертолеты высадились и вернулись назад, чтобы заправиться, вертолеты летят на 250, заправиться. И мы срочно даем команду вернуться. Значит, нанесли авиационный удар по этой группировке полностью, но самолеты, а Громов был командиром дивизии. Я даю команду, вот он живет в Москве, Громову зенитно-ракетный полк привести полностью боевую готовность и уничтожить самолеты из Тегерана. Вот такая обстановка сложилась в этом районе, но, правда, успели 3 бомбу они сбросить, и 3 вертолета наши, еще десанты не смогли сесть. Поражены были и ранены были экипажи вертолетов. Но мы задачу эту выполнили. У нас различные случаи были. Ну и последнее такое, это крупнейшая в мире, вот здесь вот долина Панчер, гора Гиндыкуш, операция. Это вот в этой книге, здесь 630 страница, я не знал, вот я сейчас вам подарил. Вот, приказано было Бабрак Кармаль, президент, значит, обратился к советскому правительству: вы можете по-человечески провести крупную операцию против Ахмад-Шаха, он не дает нам жизни, он перекрыл все дороги, все, и так далее. И политбюро ЦК, Устинов был министром обороны, дал команду, и начальник генерального штаба маршал С. Агарков приказал мне, начальнику штаба, организовать и провести вот эту операцию. Называется Панчерская операция. Это самая крупная операция в мире, потому что таких гор, как Гиндыкуш, нигде больше нету. И эта операция, значит, на мне послали героя, но героя получил командующий Туркестанского округа Максимов, как командующий округа, мол, вот видишь, какая армия у него. А я вот орден Ленина, я награжден орденом Ленина и 2 ордена боевого красного знамени за эти операции. Спасибо большое. Но я иногда хвалюсь, поэтому хвалюсь я информационно, чтобы вы знали, что мы не просто там кукурузу сажали или что-то такое, как раньше писали, да. А поэтому эта операция приказом министра обороны за 10 лет, сколько 400 операций, вот там написано,
Только эта операция проводится сейчас во всех академиях, изучают. Это мощнейшая операция. Она внесли полностью в уставы наши, боевые уставы, взвод, рота, батальон, полевые и так далее уставы. И поэтому меня тогда назначили командующим танковым. Я уже вместо 2-3 года, меня меняли, значит, Белорусский военный округ, вот к вам, командующим танковой армией, но отменили срочно и отправили в Москву. Вот я оказался в Москве не просто так, не по блату, ничего мне приказано. Я был здесь заместитель начальника главного штаба сухопутных войск, начальник организационно-мобилизационного управления. Мы отвечали за 216 дивизий, за боевую мобилизационную готовность, за призыв вооруженных сил СССР, за планирование техники и вооружения, заказ военно-промышленному конкурсу от пистолета до танка включительно, полностью, потому что мы, афганцы, уже знали, какой должен был солдат, какая тактика должна быть, какая техника должна быть. Ну, например, вот есть Галкин, такой артист, который сбежал, у него отец был генерал-полковником, начальник бронетанковой службы нашей. Вот они всегда по приказу министра, начальники приезжали, изучали. Вот, например, Язов был министром, а тогда он был командующим Среднеазиатской, приезжали 30-40 офицеров, изучали. Мы выступали перед ними особенности подготовки, ведения, управления операцией в различных провинциях. Так вот, Галкин последний раз, вот приходилось мне выступать, потому что это все обобщалось в штабе, и начальник штаба отвечал. Я говорю однажды, уберите БМП-1, это гроб для нашей машины. Потому что там только перевозят, а у него пушка, 73-миллиметровая гладкоствольная пушка, гладкоствольная, стреляет только прямой выстрел 800 метров. У него угол возвещения, угол снижения отвратительный. Он не может помочь. Я же вам сказал, какой вы. Что делать? Вот они изменили, поставили 23-миллиметровый мощнейший пулемет, утес своего рода. У него уже 85 градусов, вот так смотрит пулемет, уже зенитный. И дальность стрельбы 4 километра. Да еще сделали подъемный поворотный механизм полностью электрический, а танки превратили полностью в стабилизаторы вооружения, изменили все, двойное дно, потому что минирование было дорог и управляем минами, а мины были итальянского производства, они миноискатели наши не ловили, не работало, как сейчас вот показывают. Тогда сделали танки двойным дном. И так далее. Собак начали приучать. У нас вырабатывались новые формы и действия. И скажу вам в заключение, что наш солдат, наш офицер, наши генералы верой и правдой выполняли приказ Родины и помогали афганскому народу во всех отношениях. Поэтому у нас и афганцы всегда говорят «шурави», хорошо, это русские. Мы все русские были для них, всегда. Вот, независимо. Для них мы русские все. Что вот молодцы, что русские были. Потому что американцы, когда пришли, они их задавили, они свадьбы уничтожали, они все уничтожали. И потом бежали оттуда, американцы. Вы смотрели, да, телевизор? Оставили технику, но они хитро бежали. Они подготовили талибов, а это в Пакистане подготовленные были люди, которых он подготовил, чтобы потом напасть на Среднюю Азию. Вот наш Туркменистан, Казахстан, Узбекистан сюда. И опять против России. Но наши сейчас нашли с ними своего, очень сблизились каким-то образом, да, и пока остановились. Но все-таки недавно наш президент Путин проводил там совещание с среднеазиатскими, даже в Казахстане, если вы обратили внимание, революционная ситуация была недавно, видели, да? Значит, все время стараются против России. Смотрите, Украина такая обстановка, они Беларусь еле-еле держатся, если вы заметили, Лукашенко хотели революционно, потом начали Казахстан тревожить, все время лезут, сволота это лезет против России, чтобы как Советский Союз разложить, так и Российскую Федерацию. И вот нам надо быть в дружбе, нам надо быть подготовлены, нам надо быть все вместе, как сейчас весь наш народ помогает нашим вооруженным силам вот в разгроме вот этой вот сволочной группировки НАТО, которые стараются разрушить нас. Вот поэтому я вам доложил
вот эту нашу братство, вот и мы помогли, и Афганистан уже сейчас наши поговаривают пропустить через Афганистан трубопроводы, потому что Афганистан в центре Средней Азии, через него можно пройти Пакистан, Индию, на моря, океаны, и Афганистан поэтому всегда, кого только там не было, македонского, там Ирлана и так далее, все туда шли. И там даже, значит, Будда вот взорвали они 53 метра. Ну, в разное время разная религия была, разные руководители были. Но в основном там мусульманский мир, и мы оказали содействие и помощь этому миру в становлении. Ну, сейчас они наши помогают вместе, и вот сейчас хотят провести трубопровод, газопроводы туда провести и афганскому народу. Ну и по моему предложению через Амударю министру обороны Устинову, ибо я каждый месяц на специальном рейсе приезжал к министру на доклад плана боевых действий Устинову, ну, Генштаб, и предложил, чтобы через мост сделать, значит, через Амударю мост устроить, ибо там нет ЖД, и перевал базу на эту сторону перевести, потому что в одном из докладов, вот заключение, еще раз прошу прощения, пусть я когда докладываю, здесь министры сидят, маршалы, и вот Устинов встал и мне говорит: вы не генерал, и я не маршал. Думаю, что же он тогда может сказать? Я уже в Забайкале 8 лет полысел, здесь уже в Кабуле раньше пели, а теперь нас обманули, оказались мы в Кабуле, война уже 3 года. Думаю, куда же мне еще могут? И я стою, он говорит: скажите, когда война закончится, и как сделать, чтобы наркотики не попадали к нам? Ну, это понятно, я тогда доложил. Я говорю: товарищ министр обороны Устинов, вот присутствие всех маршалов, всех наших генералов, и сейчас Генштаб знает об этом. Я говорю: товарищ министр обороны, все офицеры, не только я как начальник штаба, все офицеры предлагают создать коалиционное правительство, иначе эта война не закончится. Он встал и говорит: да ты что, разве ЦК разрешит нам? Я говорю: товарищ министр, я ЦК не руковожу, он член политбюро, я кто такой? Ну, уже знаете, ну, они так посмеялись. А вот чтобы наркотики туда не попадали, а наши, к сожалению, водители, запасные колеса, тогда были камеры, вместо камер туда анашу там и так далее, и вывозили туда, в обратную сторону водку туда вставляли, и бензобаки даже пустые были, а в кузове ставили 200-литровые бочки, и туда забетонировано, и там бензин самотеком, а туда вставляли такие. Поэтому я говорю, надо перевал базу из Термеза и Ташкента перевернуть сюда, в Афганистан, поездами запрашивать сюда полностью, привозить пищу, боеприпасы сюда на территорию через Амударю, и колонны эти, десятки тысяч машин для нашей армии, для 80-тысячной армии Афганистана, для населения Афганистана. Вот здесь на территории тогда никто туда не перейдет. Вот это они сделали. И потом предложили развернуть трубопроводную систему, 3 бригады. И пошли 200-миллиметровые трубы, бензин, керосин, дистопливо. И уменьшилось количество погибающих наших бензовозов. Такое вот было у нас, вот, мы наши предложения очень хорошо слушали. Мы, лейтенанты, это все на себе испытывали, солдаты. Вот он на себе испытывал. Он не знал, что я там такие вещи. Да Тер Григорян я знал, но только не знал, вот первый раз вас увидел. Поэтому наша совесть чиста, мы выполнили свою задачу, и афганский народ благодарит нас и говорит: шурави, это вот так. У меня записи всякие есть. Я благодарю вас за внимание. Извините, я, может быть, очень долго, но я старался вам показать некоторые стороны деятельности афганских мероприятий. Благодарю.